В 26 километрах от города Ухта по трассе Ухта-Троицко-Печорск расположен поселок Сетью, получивший название от одноименной речки. В переводе с коми языка «Черная речка». Чтобы рассказать о поселке, воспользуемся материалами статьи «Сетью. Поселок у морского рифа», опубликованной на сайте Ухтинский городской портал НЭП. История населенного пункта Сетью начинается в 30-х годах прошлого века, когда здесь создали лагерь для политзаключенных. В монографии завкафедры истории и культуры Ухтинского государственного технического университета Андрея Николаевича Кустышева «Ут и Жемлак» 1938-1955 годов указано, что здесь располагалось 6-е отделение УТ и Жемлага. Содержались в нем только женщины, 582 человека. По некоторым воспоминаниям известно название лагеря – Лебедушка. В книге упомянут такой интересный факт о Сетьюском лагере. Спецэтапом туда прибыл престарелый зэк Григорий Филиппович Ягода. Начальник строительства тракта Чебью-Крутая Георгий Яцковский был с ним знаком по Москве. Он не погнал старика на тяжелые физические работы, а поселил в общежитие ТР и назначил ему рабочий паек, но на него донесли руководству лагеря. Яцковский получил строгий выговор и распоряжение отправить Ягоду на 6-й спецлагпункт и поместить в штрафной изолятор. Через несколько дней старик умер, и его похоронили в сугробе. Кто не в курсе, поясню, что старик этот никто иной, как отец Генриха Ягоды, всемогущего наркома внутренних дел СССР, расстрелянного 15 марта 1938 года в Лубянской тюрьме НКВД. Основатель и руководитель школьного краеведческого музея Екатерина Николаевна Безносикова поделилась историей, которую ей поведали поселковые старожилы. Как-то раз, заключенная уговорила охранника выпустить ее за колючую проволоку, чтобы накопать картофеля. Тот выпустил, но вскоре с вышки узрел, что в лагерь идет начальство. Понятно, что за такой поступок солдата по головке никто бы не погладил. Недолго думая, он вскинул винтовку и застрелил несчастную, выдав все за попытку побега. Из материалов, предоставленных Екатериной Николаевной Безносиковой, яствует, что при лагере работал детский сад. В августе 1946 года открыли 2 класса начальной школы. Отапливали школу дровами, воду привозили в бочке на лошади. Убирали школу женщины из заключенных. После 4 класса детей возили на учебу в Ухту. Только в 1953 году здесь появилась 7-летняя школа, в 1985 году 10-летняя. После смерти Сталина лагерь из поселка убрали. О мрачных страницах истории теперь напоминает только сохранившееся здание 7-летки. До того, как в ней стали учиться ребятишки, там жили солдаты лагерной охраны. В 1959 году на базе совхоза Сетью и колхозов Ухтинского и Троицко-Печорского районов был образован совхоз Изваильский. До конца 80-х годов 20 века чего только не выращивали. Картофель и турнепс, капусту, огурцы и даже цветы в теплицах. Крупного рогатого скота было почти 1500 голов.
Но с крахом Советского Союза рухнула и сельскохозяйственная отрасль. В лихие 1990-е годы совхоз удержался на плаву. Хозяйство, преобразованное в 1997 году в ООО «Племхоз Изваильский», получило статус племенного завода. Ныне это одно из лучших сельхозпредприятий республики. Коров теперь доит робот. В поселке есть вся необходимая инфраструктура для проживания. Проживает здесь немногим более 1000 человек. Совсем недалеко от поселка удивительный памятник природы, Сидьюский каньон и скалы. Им 65 миллионов лет. Это остатки рифа древнего моря, которое плескалось здесь во времена динозавров. Их уникальность подтверждается учеными в публикациях в зарубежных журналах, привлекающих внимание геологического сообщества для превращения окрестностей Сидьюского рифа в экскурсионный маршрут международного значения по изучению рифов и вмещающих их отложений. Люди облюбовали эти места давно. Об этом свидетельствует тот факт, что примерно в километре полутора от поселка в 1902 году геолог и путешественник Владимир Русанов, как известно, он является одним из прототипов капитана Татаринова в книге Вениамина Каверина «Два капитана», обнаружил на берегу реки пещеру, а в ней наконечники стрел и останки животных. Предположительно, древние люди использовали это природное образование как святилище. К сожалению, оно не сохранилось. Взорвали в 1950-х годах, когда разрабатывали карьер для добычи щебня. Зато на правом берегу, почти напротив карьера, есть грот размером с маленький чуланчик. Вглубь земли ведет узкий лаз. Очень хочется посмотреть, что там внутри. Недалеко от поселка есть еще одна достопримечательность этих мест. Поселок Изюрнь-Ювасюки. Название так и уносит мысли к творениям Ильфа и Петрова и желанию ударить автопробегом по неведомому Коми-краю. Но об этом поселке чуть позже, в одном из следующих видеороликов. Выражаю огромную благодарность автору статьи «Поселок у морского рифа» Евгению Карпову за возможность использования его работы при создании видеоролика. С полной версией статьи желающие могут ознакомиться, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Если вас заинтересовали аэросъемки сел и деревень Республики Коми, вы можете посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен более 200 видеороликов. Аэросъемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усинском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми.